здесь у нас цокольный этаж был. Вот в цокольном этаже жили моя бабушка, дедушка. О субботнике в этом старинном здании Диляра Махмутова узнала из новостей и решила присоединиться. Полвека назад она жила здесь вместе со своей семьей. В войну сюда также эвакуированных селяли из Ленинграда. С ними вместе они жили как раз. Дедушка отсюда ушел на фронт, сюда же вернулся. Говорили, что здесь Пугачев татар вешал. Правда или нет, не знаю, в детстве всегда говорили. Точная дата постройки этого дома на улице с символичным названием «Старая» неизвестна. Но краеведы говорят, это одно из самых старых зданий Казани. Когда-то дом принадлежал дворянину Осокину, позже здесь была маленькая фабрика. В советский период особняк превратили в многоквартирный жилой дом. Четырехсводчатая арка есть вот на входном портале. Она вот явно была в какой-то момент уничтожена, и там сделали вот плоский потолок, но вообще, судя по всему, там и по внутреннему убранству там очень интересные высокие сводчатые потолки, очень много лепнины. Его должны были снести 10 лет назад, в 2010 году. Вот, уже были готовы документы, все на основе здесь должна была быть стоять перехватывающая парковка для одной из станций метро. Я написал статью, и вот удалось устроить такой скандал, который позволил предотвратить снос. Спустя несколько лет здание признали объектом культурного наследия, но отреставрировать его не получилось до сих пор. Таких зданий, построенных в далеком 18 веке, в Казани можно по пальцам пересчитать. Сейчас оно, конечно, в аварийном состоянии, нужно прежде всего укреплять фундамент, но еще несколько лет назад здесь жили люди. На субботник сегодня вышли и волонтеры, и сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия, и краеведы. Пока дом на балансе города, ему ищут инвестора. Он должен будет и откачать воду из подвала, организовать гидрозащиту фундамента и решить вопрос с водоотведением. Сегодня мы прибрались внутри, практически немного осталось нам для завершения работ. Ну а следующую субботу мы планируем заколотить окна. У здания все есть с нашей стороны, охранные обязательства и акт технического состояния. Специалисты выходили, мы это здание ведем для передачи потенциальным инвесторам. Как сообщил Иван Гущин, здание будущему владельцу отдадут всего за 1 рубль по инвестиционной программе с обязательством отреставрировать его в течение 7 лет. Правда, территорию под домом выкупить придется по рыночной стоимости. Желающие уже есть. Место заманчивое – центр города. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.